Валентин Николаевич, тренер, заслуженный тренер Республики Беларусь. Он гостит у нас на Коркинском юбилейном турнире. Мы у него попросили про нашего земляка Прокопия Шестакова. Они одно время дружили и выступали в одной команде. Пожалуйста, Валентин Николаевич. Но мы не только выступали, мы жили в одной комнате общежития Белорусского ордена Трудового Красного Знамени Института физической культуры. Вместе тренировались, вместе, скажем так, отдыхали. Поэтому Прокопий у меня самые теплые живые воспоминания. Я хочу сказать, что это был один из ярких представителей якутской борьбы. Может быть, в каком-то плане он выделялся от всех, но у Дмитрия Петровича все ученики были разные. Но что характеризовало Прокопия в борьбе, да? Прокопия в борьбе прежде всего характеризовало, что это был спортсмен темпового. Чуть погромче. Чуть погромче. Чуть погромче. Чуть погромче, хорошо. Это был спортсмен, который работал темпового характера. Он постоянно нагнетал темп, швунги, рывки, подсечки. Это и была его стихия. Он работал ногами, говорят. Да, он хорошо делал подсечки. Да, он хорошо делал подсечки, выполнял швунги, притом проводил схватки в высоком темпе. Очень много противников, они не выдерживали этого темпа, тем более, что он заканчивал нагнетание темпа подсечками. Это интересная и красивая борьба была. Там, в силу ряда обстоятельств, я считаю, что он мог достичь многого. Но как-то, скажем так, не сложилось, может быть, он в то время, скажем так, может, не понимал всю сложность этого движения и начал размениваться немножко. Но если бы он цель, я считаю, что он мог бы стать олимпийским чемпионом. У него была очень борьба, скажем так, опережавшая на то время. Каким человеком был вне ковра? Что можете сказать о его жизни? Прокопий был, я хочу сказать, что он был очень интересным человеком. Он интересовался музыкой, он хорошо одевался, стильно, кстати. Говорят. Я хочу сказать, сильно одевался. Он был, я хочу сказать, таким душевным другом, честно. Он делился всем тем. Душа компании, говорят. Все, да, душа компании. Мы всем делились. Мы жили в одной комнате. Мы всем делились. Нам присылали посылки, мы, делились нашим белорусским салом, там, что тут нам присылали. Прокопию приходили посылки, там, сушеные караси, чуропчинские, сушеная конина. Он тоже живо делился. Поэтому как-то так мы жили очень дружно. Можете вспомнить какой-нибудь, случай или какой-то момент, связанный с нашим Прокопием? Житейские, борцовские. Я помню момент, как-то мы... Я тогда был на первом курсе, а Прокопий уже был на третьем курсе. Как-то смотрим, ночью я просыпаюсь, а мы жили комната там где-то недалеко от пожарной лестницы. Там надо было. Слышу, кто-то раз прыгнул в комнату. Я смотрю, Прокопий, говорю, Прокопий, а в чем дело? Что ты? Или там дверь была закрыта, я уже не стал будить, а они приехали с Польши, с турнира. Ночью приехали, я не стал будить вахтера, я решил вам сделать сюрприз. Это подняться по пожарной лестнице, там нужно было где-то метра полтора идти по такому карнизику, понимаешь? Он прошел по карнизику, я вам сделал сюрприз, и потом мы там уже пошли, разбудили, вахтера, его сумку притащили. Такой он любил сюрпризы. Он с юмором, говорят, был. Хороший Душа компании, говорят, юмор и любил делать сюрпризы. Он в первых рядах всегда был, говорят. Привезти там пластинку червоной гитаре, и ни слова не говоря, когда мы там уснули все, он достает, включает проигрыватель и нам эту мелодию
Пользуясь... Самые теплые воспоминания, честно. Очень жаль, что так получилось. В его жизни не смог он как-то инсталлировать. Потом мы вместе работали тренерами ДСО «Спартак». Одно время он работал. Потом уезжал в Якутию, потом опять приезжал как-то. Вот, ну, понимаете, как-то человек, ну, надо человеку как-то остановиться на одном месте. А Прокопий как-то вот не смог в этом плане. А можно тогда узнать воспитанников, может, которые учились у вас с Прокопием, которые результат показывали? Ну, я хочу сказать, что Прокопий и сам учился. Он постарше меня был. Да. Значит, мы сами, вот первокурсники, мы учились у него, особенно что касается, значит, вот нагнетания темпа, подсечки. Он нам показывал, он щедро делился, он не таил никогда, понимаете. Потом он работал детским тренером какое-то время, ну, мы вместе даже работали в «Спартаке». Ну, потом он опять уехал в Якутию, как-то так. Валентин Николаевич, и в конце вы тренируете и тренировали наших якутских парней, да. Можно Вот, несколько кстати, слов про Кантоева, про Бекренева. Ну, кстати, вот Бекренев, он сейчас будет участвовать в чемпионате мира. У меня, кстати, 2 участника чемпионата мира на этом самом будут на предстоящем чемпионате мира. Значит, недавно я был на фестивале, международном фестивале студенческого спорта в Екатеринбурге. У меня боролась там, значит, я ездил в женские команды. Ну, как-то резко стал женским и женщин тренировать. Появились студентки у меня. Ну, я хочу сказать, что мы завоевали 2 бронзовые медали из 3 человек. Сильный состав был в Екатеринбурге. Я хочу сказать, что неплохой состав. Универсиада. Был. Да, универсиада. Всемирный. Ну, я хочу сказать, что обо всех них у меня хорошее мнение. Но я тут, понимаете, в чем дело. Я долго, значит, если я учился у Коркина, честно говоря, и я понимал, что человек на ровном месте создал такую школу, которая дала такие плоды, равных в мире нет школам за короткий период сделать 2 олимпийских чемпиона и серебряного призера, понимаете. Значит, я долго думал, а что же здесь? Какие тут изюминки, понимаете. Собственно, и свой доклад этому посвятил. Там где-то, может, не хватило времени, что я, значит, здесь начал развивать тему, которую в свое время, я так понимаю, развивал Коркин. Это, значит, формирование потребности побеждать. Понимаете, если у спортсмена не сформирована потребность побеждать, то бессмысленно с ним работать на высокий результат. Мы с ним можем работать на саморазвитии, но на высокий результат не можем. Поэтому его, в принципе, ну, неизвестны все его, значит, скажем так, но то, что доступно, что известно, я понял, что это, во-первых, зиждется на глубоком уважении к тренеру, раз, и второе, на уважении тренера к своим спортсменам, 2. Я вот посмотрел, я хочу сказать, я был очень тронут спектаклем. Значит, я посмотрел спектакль и «Клятву 4», и я понял, что ему удавалось сформировать потребность победить у ребят. И эту потребность убедить, потребность побеждать не удалось, не получилось разрушить. Они сохранили эту потребность побеждать на Олимпийских играх до последних секунд схватки. И что касается... У меня было 2 примера, когда ушла потребность побеждать, заменилась в процессе схватки. Это, я считаю, за бронзовую медаль у Германа Кантоева на Олимпийских играх, когда я секундировал его, за 10 секунд он проиграл, растерял все преимущество. Я спросил Герман, я хочу узнать, а в чем дело? В чем дело? Ну, наверное, Николаевич, я уже думал о том, как меня будут встречать. Вот видите, что такое потребность побеждать. И часто еще потребность побеждать заменяется другой потребностью, понимаете? Это сейчас болезнь, я считаю, многих молодых борцов. Значит, это потребностью получать материальное благо, понимаете? Вместо того, чтобы сохранять потребность побеждать, потому что потом на потребность побеждать
требуется много сил на поддержание, в том числе, прежде всего, от самого борца. Потому что много соблазнов, много искусств. Значит, это требует много сил. И как только ты рядом с этой потребностью возникнет потребность немедленно получать материальное благо, да, на это уходят те силы, которые должны были присутствовать на сохранении потребности побеждать. И как только возникает вот это, траектория роста спортивного результата или же замедляется, или же прекращается. Ну, это мое мнение. Ну, а так, что касается... Ну, все они хорошие ребята, все они старались, каждый достиг своего потолка. Ну, еще из учеников действующий Андрей Бекренев, я его всегда говорю, что Герман Кантоев стал чемпионом мира в 30 лет. У тебя тоже есть такая возможность, но у тебя должна от первой до последней секунды быть потребность побеждать в схватке. И тогда хватит и приемов, хватит и физической подготовки, что я хочу сказать, в частности, Андрей Бекренев по своим физическим кондициям, я хочу сказать, что, наверное, он один из лучших якутских борцов вообще, честно говоря. Для этого мы приложили определенные усилия, значит. Ну, опыт, он поздно начал заниматься, я думаю, что опыт придет, если он сохранит в себя вот это вот качество, потребность побеждать. Без потребности побеждать, ну, бессмысленно работать над искусством побеждать. Спасибо, Валентин Николаевич. Удачи вам и удачи нашим землякам, вашим воспитанникам. Удачи. Спасибо.